В эфире информационно-аналитическая программа «События недели», в студии Белла Кварчия. Здравствуйте. Годовщина мартовской операции по освобождению Сухума в Отечественной войне народа Абхазии, мероприятие по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции, подготовка к выборам президента Абхазии, которые состоятся в воскресенье 22 марта. Эти и другие события сформировали новостной фон уходящей недели. А теперь подробнее о главных событиях последних 7 дней. 27 лет прошло со дня начала мартовского наступления по освобождению Сухума, которое, по признанию ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, считается самым тяжелым за всю историю войны. В ночь с 15 на 16 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Однако операция не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. В День памяти погибших в мартовском наступлении в Отечественной войне народа Абхазии в Сухуме состоялась церемония возложения венков и цветов, в которой приняли участие ветераны войны, матери погибших защитников, руководители страны, общественность. Память погибших в мартовском наступлении защитников Отечества почтили во всех районах страны. В церемонии возложения венков и цветов в Гудауте приняли участие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших, руководство районной администрации, общественность и школьники. Итак, повторные выборы на пост президента Абхазии состоятся 22 марта. До голосования осталось менее суток. В преддверии выборов в республике шла активная подготовка. Члены Центральной избирательной комиссии продолжают свою деятельность в рамках отпущенной законом ответственности. Представители окружных и участковых комиссий уточняют списки избирателей. В 6 избирательных округах Ачимчирского района готовы к проведению выборов президента Абхазии. Все участки обеспечены урнами и необходимым инвентарем, вывешены списки избирателей. Председатели окружных и участковых комиссий надеются, что выборы пройдут без каких-либо эксцессов и призывают население проявить гражданскую позицию, прийти на выборы и проголосовать. Наш участок Ачимчирский избирательный округ номер 32. В этот округ входит 6 участков. Все участки готовы к выборному процессу, можно так сказать. Списки вывешены, кабины готовы, все участки подготовлены для проведения выборов. Надеюсь, что эти выборы будут показательны и пройдут в соответствии с нормами, правилами абхазского законодательства. В 7 округах Гудаутского района, которые объединяют 37 избирательных участков, готовы к проведению выборов президента Абхазии. Все участки обеспечены урнами и необходимым инвентарем, вывешены списки избирателей. На нашем 17-м округе 2 участка. В общей сложности 3700 с лишним голосующих. Оба участка готовы к проведению выборов. Комиссии также подготовлены, все у нас в порядке. Вместе с тем, зная общую ситуацию в районе, знакомый со всеми председателями округов, насколько мне известно, все готовы к проведению президентских выборов в Республике Абхазия по нашему району. Всего по республике насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Кроме того, 2 избирательных участка откроются за рубежом в Москве и Черкесске. 22 марта они будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Что касается списков избирателей, то окончательные варианты списков граждан, принимающих участие в голосовании, еще не составлены. Пока списки не закрыты, потому что идет уточнение. И вводим в реестр тех фамилий избирателей, которые проголосуют на дому, или инвалид не может передвигаться, или на тот день болеет. Заранее на основании заявления мы приходим к ним домой. Естественно, переносная урна у нас есть, тоже готова. Одним словом, мы согласно закона о выборах и по блокноту избирателей все функции участковых избирательных комиссий выполняются беспрекословно.
В выборах президента 22 марта могут принять участие граждане Абхазии, достигшие 18 лет с действительным абхазским паспортом, которые смогут проголосовать по месту прописки. Те, кто имеет абхазский паспорт, но не имеет прописки, также могут проголосовать. Но для этого необходимо лично обратиться в ЦИК, чтобы получить удостоверение на право голосования. На всех избирательных участках в целях защиты граждан и работников участковых комиссий от коронавируса будут предприняты необходимые меры. О том, какие мероприятия проводил Центр избиркома в рамках подготовки к выборам, как идет работа над составлением списков и были ли зафиксированы нарушения за период избирательной кампании, об этом мы пообщались с председателем Центральной избирательной комиссии Тамазом Гогия. Предлагаем вашему вниманию запись интервью. Тамаз Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. Немножко, совсем времени осталось до президентских выборов. И в этой связи самый актуальный вопрос о готовности наших избирательных участков, окружных комиссий к выборам, к процессу выборов. Вот насколько вы считаете, на данный момент это все готово? Процесс подготовки продолжается и сегодня тоже, интенсивно сегодня. Мы завершаем окончательный этап подготовки, то есть выдачу непосредственно избирательных документов. Если вы обратили внимание, сегодня Центральная избирательная комиссия загружена работой основной с округами, которые получают необходимые документы для проведения и осуществления именно непосредственно выборных мероприятий, связанных с подготовкой бюллетеней, получением их бюллетеней, получением протоколов, получение других журналов и другого рода необходимого инвентаря и, соответственно, оборудование, которое будет предоставлено. Кроме всего прочего, как вам известно, и, наверное, я забегаю вперед, мы еще осуществили выдачу дополнительных дел, связанных с пандемией, с коронавирусом. Как раз я хотела об этом спросить. Скажем так, подготовительные мероприятия в этом году вошли и такие профилактические меры против заражения вот этой вот коронавирусной инфекцией. И в этой связи что предпринимает ЦИК? Как вам известно, вы, наверное, и сами уже освещали, как журналисты, я обращаюсь ко всем журналистам, освещали в наших средствах массовой информации всю работу, которая проводит специально созданная межведомственная комиссия, которую возглавляет министр здравоохранения, в которую входит наш главный санитарный врач, госпожа Скорик. Она сегодня присутствует прямо в Центральной избирательной комиссии, непосредственно выдает средства дезинфекции, ручек, дезинфекции тех приборов, к чему будут прикасаться часто наши избиратели и сотрудники члены участковых избирательных комиссий. Ну, когда человек придет на избирательный участок, то есть будет дезинфицировать ручки, или он должен быть в перчатках, вот как это будет все выглядеть? Меры защиты должны быть, потому что у нас это массовое мероприятие. К сожалению, не всегда мы можем ограничить количество людей, посещающих участок. Связано это со многими событиями, с нашим менталитетом, когда люди торопятся, хотят раньше всех, и такое бывает. И вот, пользуясь случаем, я обращаюсь к нашему населению, к нашим избирателям, чтобы они прежде всего себя защищали и сами каким-то образом следовали необходимым мерам наименьшего контакта с окружающими. То есть есть определенная дистанция, определенная необходимая массовость посещения, когда нет необходимости. Другая проблема существует, когда избиратель в маске приходит на участок, но в любом случае он должен открыть лицо для того, чтобы член комиссии определил, тот ли это избиратель или нет. Предъявляя паспорт, надо убедиться, что это именно тот человек. Я бы хотела спросить также о мерах безопасности, которые будут на избирательных участках, вообще во время выборов проводиться. Мы традиционно обращаемся в Министерство внутренних дел и другие структуры. Есть распоряжение генерального прокурора о особых мерах, предпринимаемых Генеральной прокуратурой в этот день, именно в этот день. Министерство внутренних дел со своей стороны регулярно, традиционно каждые выборы осуществляет повышенные меры охраны избирательных участков, охраны общественного порядка в местах скопления населения.
Что касается наблюдателей, в этом году, насколько мы знаем, наблюдателей международных не будет. Вот кто будет наблюдать за выборами? Ну, мы не можем сказать так однозначно. Международные наблюдатели, представители международных наблюдателей от администрации президента Российской Федерации. Сегодня выступает посольство Российской Федерации, официально получен документ, они прошли аккредитацию, уже получили. И ожидаются еще с братских наших, так сказать, республик, тоже возможно, прямого отказа еще пока не поступало, поэтому вполне возможно, всякое может измениться. Есть аккредитация в Министерстве иностранных дел иностранных журналистов, вот, поэтому, что касается как отразиться, то я должен вам сказать, это никак не отразится, потому что отказ в присутствии на наших выборах, то есть осуществление мониторинга наших выборов, мотивирован только проблемами, связанными с ограничением передвижения ответственных лиц. Поэтому есть определенная проблема всемирная, где все страны ограничивают перемещение населения, в том числе и служебные командировки ограниченные. Вот, и ссылаясь только на это, они, извиняясь, отзывали свои предложения. Но никак не ссылаясь на то, что каким-то образом они, значит, вот, не признают наши выборы или как-то иначе. Понятно. Могли бы вы сказать, за время кампании президентской предвыборной ЦИК зафиксировал ли какие-либо нарушения? Знаете, решением Центральной избирательной комиссии признать нарушением каких-то признанных решений у нас нет. Жалобы поступали. Вы это знаете, я знаю, почему вы задаете этот вопрос. Вот. Жалобы поступали, мы в установленном порядке их рассматриваем. Мало того, жалобы поступали и в Генеральную прокуратуру, тоже рассматриваются отдельные жалобы. Параллельно и к нам поступают данные жалобы. Есть жалобы, которые были отклонены в связи с несостоятельностью их. Есть жалобы, которые были сняты со стороны подавших таковые. Поэтому на сегодняшний день сказать о том, что есть жалобы, на которые решение не принято или остались нерешенными, я не могу. Возникает, конечно, нервозность, вы знаете, в обществе есть нервозность, среди конкурентов определенная, но я думаю, что нам надо всем сплотиться и довести наш выборный процесс до разумного завершения, не напрягать обстановку ни одной из сторон. Вы знаете, в последнее время возникали всякого рода шероховатости, связанные, опять же, я подчеркну, с несовершенством нашего законодательства. Это, на мой взгляд, может быть для кого-то не совсем экспертный взгляд, и я не настаиваю на том, что я являюсь наилучшим экспертом в этой области, но и тем не менее считаю, уверен абсолютно, и это подтверждается теми шероховатостями, которые возникают в процессе выборной кампании, когда по-разному воспринимаются те или иные статьи, значит, говорит о том, что он неоднозначно написан, и те или иные, написан сам закон, разработан. Так все-таки оказывалось ли давление на окружные избирательные комиссии, о чем заявлял один из кандидатов? Вы знаете, вот дать оценку деянию, давление или еще что-то, это может надзорный орган. Вы знаете, одни считают, что это не давление, другие настаивают, что на это давление. Одни говорят, мы будем настаивать и требовать, и все сделаем для того, чтобы не допустим, чтобы вы не приняли наши меры, наши условия. Кто-то считает, что он с позиции закона, я условно говорю, да, с позиции закона, может быть, эмоционально, может быть, слишком громко выражает свои законные требования. Другой считает, что это угроза, давление. Понимаете? В этом случае оценку этим деяниям может дать только лишь уполномоченная структура, а не Центральная избирательная комиссия. Наша задача рассмотреть решение нижестоящее, в случае, если поступает, насколько оно законно или незаконно было принято. Но мы не являемся высшей инстанцией. Даже решение Центральной избирательной комиссии может быть обжаловано. Высшей инстанцией разрешения споров является суд. Поэтому вот сейчас есть уникальная возможность, когда суд рассматривает немедленно все возникшие споры. Если у сторон возникают споры, и они считают, что или Центральная избирательная комиссия, или окружная комиссия не действует так, как они считают правильно, есть уникальная возможность обратиться в суд, решение суда будет выполнено без всяких оговорок. Поэтому спорить
Мы не можем, к сожалению, сегодня однозначно прийти к единому мнению даже в Центральной избирательной комиссии по многим вопросам. Почему? Потому что я не говорю не потому, что кто-то говорит, настаивает, какие-то корыстные интересы преследует. Нет, он видит закон именно в таком ракурсе, каком ему хотелось бы видеть. Не потому, что он явно как-то нарушает или явно требует там сделать именно не так, как записано. Просто там этого нет. Зависло в воздухе, пропущено. Или, допустим, нет ограничения какого-то. Да? Если не запрещено, то можно. Понимаете, это тоже может продолжаться бесконечно и доводить до каких-то абсурдных ситуаций. Поэтому есть одно мнение, есть другое мнение. Но я еще раз говорю, конечное слово, только за судом другого быть не может. Наша задача и просьба, и обращение ко всем заинтересованным лицам, в том числе и избирателям, сплотиться в этом, довести нашу процедуру всеобщее голосование для всех необходимую, достойно и еще и в условиях кризиса, я имею в виду пандемии, кризиса, существующего во всем мире, в этих условиях мы должны как-то сплотиться. У нас беда всеобщая, то есть угроза всеобщая, сегодня связанная с болезнью, тем не менее активность люди проявляют, невзирая на то, на опасности здоровья. Вы знаете, во всем мире люди изолируются, стараются ограничить свои посещения, а здесь активность растет, люди идут, и поэтому не надо это доводить до абсурда. Люди должны понять и понимают прекрасно. Те, кто определились с выбором, они определились с выбором. Как бы мы ни кричали, ни орали, кого-то заставить не захотели, все люди сознательные, они давно поняли, давно решили для себя, как они будут голосовать и за кого. А если кто-то пытается внушить им, как бы они ни голосовали, они находят способ это выяснить, это неправда. Тайность голосования соблюдена. Ни один человек после того, когда в урне окажется бюллетень, не скажет ему, как он проголосовал, как, не сможет сказать, потому что бюллетень не обозначает, кто это голосовал, за кого и каким образом можно определить, как он голосовал. Сегодня в руках нашего народа, наших избирателей выбор. И этот выбор каждый делает сам. Парламент Абхазии так и не принял поправки в статью 19 закона о выборах. Вот что вы можете сказать по этому поводу? По этому поводу я бы не хотел забегать вперед и предвкушать события, что будет потом. Мы все молим Бога, чтобы все решилось в первом туре, для того, чтобы не усложнять жизнь никому, в том числе нашим избирателям, и нам, и членам Центральной избирательной комиссии, потому что люди устают. Такой темп проведения выборов с таким коротким промежутком очень сложен. Это великое напряжение, поверьте мне. Выдержать ему не каждому дано, не всякий может. Если за весь срок деятельности участковой или другой комиссии обозначен всего 5 годами, и за 5 лет предусмотрено всего лишь выборы провести 2 раза, то есть я имею в виду очередные, мы больше, чем 2 раза намного провели, вам известно, за наш короткий срок 3 года. Мы уже 5-й раз проводим выборы. 5-й раз. Это очень сложно, поверьте мне. И населению сложно, понимаете? Очень сложно. Поэтому я надеюсь, хотя мы готовы, мы работаем, все, что предусмотрено законодательством, выполним. То, что будет во втором туре, будет во втором туре. Мы не приняли поправку, но есть решение суда, вы знаете, где дано было определение. Хотя у нас немного другое законодательство, немного по-другому оно звучит, есть у каких-то свои споры. Но прежде всего, что связано с проведением повторного тура, второго тура, не повторного, а повторных выборов, мы выполняем решение суда, как вам известно. Поэтому есть настроения всякие, есть мнения разные. Но вы знаете, что по 16 статье все-таки нам удалось каким-то образом разрядить обстановку на данном этапе. Я надеюсь, что и по 19 статье каким-то образом мы найдем консенсус, придем к какому-то консенсусу, придем к какому-то общему мнению. Я уверен, что не будем нагнетать как-то обстановку. Я думаю, что проведем все-таки достойно нашу выборную кампанию. Единственное, что я могу вам сказать. Кандидаты задавали декларации, они опубликованы. Хотелось бы узнать, имеет ли ЦИК какие-то возможности проверить предоставленную информацию?
Знаете, для публикации осуществляется для того, чтобы каждое заинтересованное лицо, в том числе и журналисты, имели возможность сделать такого рода проверку и предъявить какие-то другие требования. Что касается особых проверок каких-то, за исключением обращения, значит, в банки, то есть финансовые учреждения, которые могут подтвердить то или иное, представлен счет или даже содержание данного счета, это является коммерческой тайной. А то, что представлено, если оно официально задекларировано, да, проверить можно. То, что представлено, задекларированное, я не знаю, я имею в виду оформленное. У нас декларации как таковой нет, я не оговорился. Я говорю о том, что если оно официально оформлено, та недвижимость, транспортные средства указанные, это проверяется легко и просто. У нас создана комиссия, достаточно тому органу дать запрос и подтверждение получаем. Но то, что находится за пределами нашей страны, конечно, это сложно, и я не говорю ни о чем. Публикация позволяет нам открыто размещать ту информацию для того, чтобы те же журналисты в соответствии с законом о журналистике, да, журналистской деятельности могли сами и заинтересованные граждане могли убедиться или обратиться к нам с какими-то новыми сведениями для того, чтобы мы могли каким-то образом или проверить, или опровергнуть информацию поступающую. Но такой информации или сомнений в подлинности поданных деклараций в нашем случае не было пока на этот счет и, надеюсь, не будет. Представленные декларации, насколько они достоверные, мы проверили, насколько нам было это возможно сделать, пока вопросов не возникало. А во сколько обошелся и обходится государству повторные выборы президента Абхазии? Если в целом говорить 14 миллионов 800, по-моему, 21 тысяча, могу немножечко ошибиться. То есть более 14 миллионов 800 тысяч рублей, это точно, там с копейками. Я вот могу достать и до копейки вам сказать. Но эти 14 миллионов с 800 тысяч предназначены на 2 тура. То есть мы на один тур, чуть больше половины, потому что подготовительная процедура первого тура, которая переходит и во второй тур, она чуть-чуть затратнее, чем второй. Вот. Основная, конечно, затратная часть – это материальное поощрение нашим сотрудникам. В основном очень много вопросов возникало, вы знаете, и с материальным поощрением. Мы не можем ограничить, говорят, а где это записано, почему и так далее. Много вопросов. Записано это в государственном бюджете при утверждении. Записано это в смете расходов, решением правительства по законному акте. Это тоже является решением по законным актам, которые мы выполняем, если это прямо не записано, скажем, в законе о выборах. Поэтому численный состав перед составлением любой сметы утверждается, направляется, по ним составляется смета. Понятно? Ну, я не говорю, что это панацея в каких-то вопросах, конечно же, не панацея, не является, но одно из средств или одной из статей, наивысших статей, это порядка 8 миллионов из всех 14, это материальное поощрение. А сумма всего лишь не более 2000 рублей на одного человека. То есть с учетом налогов и так далее, вы понимаете. Затраты на приобретение средств дезинфекции, вот этим. И это, значит, дополнительно через Центральную избирательную комиссию нас дополнительно как бы профинансировали, и через нас как бы распространяют, потому что это удобно сегодня и правительству, чтобы не создавать нормативные документы какие-то отдельные. Да? Вот Центральная избирательная комиссия не специализированная структура. К сожалению, мы не обладаем ни специализированными средствами, ни специальными работниками или обученными специалистами. Да, было предписание каждые 2 часа проводить какие-то влажные уборки в помещениях избирательных комиссий. Каждые 2 часа это практически невозможно. Выдворять всех на улицу, требовать, что вот сейчас вот уборка влажная, подождите на улице, проводить какие-то дезинфицирующие обработки самих помещений, то есть специальным оборудованием. Таких возможностей у нас нет, но такую работу предпринимают уже специальные службы, пытаются в основных местах скопления людей. Насколько изменились списки избирателей из прошлых выборов? Ну, практически, знаете, изменений особых колебаний нет, но вы знаете, на прошлых выборах, если у нас было предварительно, сегодня мы распечатаем, значит, дополнительно, значит, участки на местах, как вы знаете, за 10 дней вывешивают предварительно старые свои списки, которые сдаются к нам на хранение. Мы за это время даем запрос в Министерство юстиции, делаем выборку умерших, получаем выгрузку с Министерства внутренних дел во вновь полученных паспортах, вновь прописавшихся, мы делаем техническую общую болванку такую, помогаем, потому что
Вы знаете, все участковые комиссии у нас на общественных началах работают, не имеют специальных аппаратов, специального зачастую, потому пользуются, конечно, оборудованием тех помещений, тех структур, в которых они расположены, это школы или местные администрации, им оказывают содействие, но нету такой массовости в отдаленных местах, это вообще сложность составляет. Поэтому списки составляют по нашему закону участковые комиссии. У нас они находятся на хранении, не более того. Берутся за основу для осуществления дальнейшей сверки, исправления, внесения изменений. Умершие на местах намного это виднее. Мы получаем официальную сводку, допустим, с Министерства юстиции о умерших. Поэтому на местах, в селах, в домоуправлениях это намного виднее. Они знают своих граждан, они вывешивают. Может, ЦИК не знает общее количество избирателей? Как не знаем? Мы на сегодняшний день, я же говорю, он колеблется. Общее число у нас превысило 128, если было. Это предварительно. Я же говорю, мы направляем, они там что-то вычеркивают, что-то дополняют, что-то выбивают, кто-то меняет прописку. Вот мы составили месяц назад, им отправили списки, да, за этот период кто-то поменял прописку. Он мог же, имел право, никто же не приостанавливал перепрописку. Он выписался где-то, прописался, в списке он числится здесь. Местная администрация реагирует на это оперативно, если она имеет такие сведения. По предъявлению паспорта выдается бюллетень. В паспорте ставится штамп о голосовании. Это мера защиты, принятая парламентом, как вы знаете, вот поправочка была приправлена на прошлых выборах. Еще раз о процедуре тогда поговорим. Голосование. Что требуется от человека, который пришел на избирательный участок? Человек, который пришел на избирательный участок, прежде всего должен иметь при себе паспорт установленного образца, то есть образца 2016 года. Это первая необходимая мера. Прийти с 8 утра до 8 вечера в этот период. Других требований нет. Он приходит, предъявляет свой паспорт, значит, его фамилию находят в списках избирателей, заносят его паспортные данные, выдают бюллетень, ставят штамп в паспорте, он спокойно проходит в кабину для голосования, ставит галочку там, где считает нужным, и опускает бюллетень в урну или так называемый избирательный ящик. Никто никаким образом не может знать, за кого он голосовал, и не сможет, пусть никто не переживается. Будет ли голосование на дому? На дому к больным обращаться, как положено, будут, заявления поступают, комиссии регистрируют, и выездные комиссии обязательно с выездной урной будут голосовать, как было и ранее, без всяких ограничений. Скажите, пожалуйста, когда на избирательные участки доставят все необходимое, эта работа еще продолжается? Продолжается сегодня, я же говорю, сегодня мы основную нагрузку осуществляем, выдаем всю окончательную атрибутику для каждого округа и участка, то есть мы передаем это руководителям окружных комиссий, они в свою очередь распространяют это участковым комиссиям. Получают в установленном порядке, расписываются, есть процедура выдачи, есть процедура регистрации, есть процедура фиксации. Все это фиксируется, регистрируется, подсчитывается и выдается. Все участки подготовлены. Подготовка, основная подготовка участка, естественно, это инвентарь, это хозяйственные, это принадлежности, которые необходимы для, значит, работы комиссии, это необходимое количество пищи и бумаги, скажем, там, журналов, всевозможных журналов регистрации, журналов выезда комиссии, журналов регистрации тех же наблюдателей и так далее. Все это выдается, все эти журналы, как ими руководствоваться, как ими пользоваться. Члены комиссии опытные, знают. Каждый член комиссии распределен по конкретному участковой комиссии, председателям комиссии отдается распределение, распределяется по определенному виду работ, они выполняют каждую свою работу четко, ясно, понятно, опытные работники. Хотелось бы узнать, когда получат бюллетени, когда они их привезут на избирательные участки, привезли ли уже или этот процесс сейчас идет? Идет процесс, процедура проходит, есть участки, где уже получили, то есть отдаленные участки, вы знаете, такие как в Псху, которую мы заблаговременно должны эту работу проводить. Нам повезло, сейчас немного распогодилось,
но мы всегда делаем чуть раньше, для того, чтобы исключить любой риск, связанный с транспортировкой наших избирательных документов на этот отдаленный участок. Зачастую приходилось и в МЧС обращаться, и просить и авиацию подключаться, и такое у нас случалось, когда есть возможность перевал нельзя. А вот эти последние дни, вы знаете, на Ристовском перевале снег выпал. Была и такая угроза, но, слава богу, вот видели, даже здесь у нас снег лежал. Поэтому угроза такая прошла, мы направили туда, все получили, сегодня получают основные наши, и к утру уже комиссии к 7 утра приступают к работе, будут проводить подсчет полученных бюллетеней, фиксировать их, заверять как положено, то есть осуществлять свою деятельность в установленном законном порядке. Что касается участков за пределами Абхазии, как там обстоят дела? Должен вам сказать, что и там мы заблаговременно, чуть раньше эту работу осуществляем. Значит, мы направляем туда как спецгруз, как диппочтой, оформляем его здесь, заверяется и нашим МИДом, сопровождают груз сотрудники МВД, получают в установленном порядке, фиксируют, сдают по месту пребывания руководителю, сдают, отчитываются за сохранность печати, штампов, опломбировки и количественного и качественного состава доставленных материалов. В свою очередь нам руководители звонят, отчитываются, докладывают о полученных материалах в соответствии, которых, значит, должно быть с теми сопроводительными документами, которые идут. Такие мероприятия осуществлены, все за пределами, 2 участка у нас, Черкесский и Москва, получили свои документы. Вот, у них все налажено, работа идет. И ваше пожелание? Единственное одно желание, это общее желание, стабильность в стране. Единственное одно желание, чтобы люди сплотились в конце концов. Мы делаем одно общее дело. У нас нет врагов. Каждая из сторон старается улучшить жизнь для нашего населения. Я не слышал выступлений ни одного из кандидатов, который говорил бы, что он что-то плохое хочет сделать для населения. Каждый гражданин делает для себя выбор. И я поэтому обращаюсь еще раз. Сделайте достойный выбор для нашей страны, для международного сообщества, чтобы мы гордились своим выбором, чтобы мы знали, что да, мы достойны свободного, суверенного государства, народа Абхазии, достоин такого государства, таких руководителей, такой структуры, которую мы создаем. Вот обращение одно основное. Самое главное — сдержанности, терпения и как-нибудь придержать эмоции. Не более того, всех напряженные нервы. Мы все в очень напряженном состоянии. Но еще раз обращаюсь, очень трудно, но все-таки найти в себе силы и довести эти выборы до нормального, законного и логического завершения. Благодарю за интервью. Удачи. В субботу, 21 марта, накануне выборов, Центральная избирательная комиссия открыла в Сухуми международный пресс-центр, где будут аккредитованы международные наблюдатели и журналисты. Пресс-центр находится в здании Министерства по репатриации. Именно отсюда будут транслироваться все брифинги ЦИК о ходе голосования 22 марта. Открывая международный пресс-центр, председатель Центра избиркома Томас Гоги отметил, что на сегодняшний день практически завершена подготовка к выборам главы государства. Пресс-центр оборудован техникой для проведения брифингов. По местам разложены информационные материалы со списками избирательных участков и округов на территории республики. По словам Гоги, уже все готово для голосования. У нас на 90%, 99% могу смело сказать. Почему? Потому что детали, которые мы сегодня дорабатываем, доводим, доносим, доводим до непосредственно исполнителей, то есть избирательных участков, вот завершается этот процесс. За ходом проведения голосования в республике будут следить международные наблюдатели из 4 делегаций. На данный момент зарегистрировались около 23 человек. Получили аккредитации зарубежные СМИ, в основном российские. Первая делегация — Российская Федерация в лице посольства Российской Федерации на территории Республики Абхазия. Вторая делегация представляет это Международное ассамблея сообщества за демократию и права народов. Вот, в количестве 3 человек у меня зафиксировано, 4, да? 4. И Республика Южная Осетия, тоже 3 человека. Это на сегодняшний день, которые мы аккредитовали и
и представители Приднестровья. В день выборов президента Республики Абхазия 22 марта все избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. В выборах могут принять участие граждане Абхазии, достигшие 18 лет с действительным абхазским паспортом. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В день выборов охрану правопорядка обеспечат сотрудники МВД Абхазии. Расстановка сил и средств личного состава МВД проходит согласно приказу министра внутренних дел Рауля Смыр. Руководящий и командный состав ведомства с 21 марта несет круглосуточные дежурства. На совещании в МВД с участием руководителей подразделений центрального аппарата ведомства, начальников и заместителей городских управлений и районных отделов внутренних дел были обозначены главные задачи личного состава, задействованного на избирательных участках: оказание помощи избирательным комиссиям в соблюдении гражданами установленных на выборах правил, недопущение нарушений общественного порядка. В районах, приближенных к избирательным участкам, будет увеличена плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил из числа личного состава центрального аппарата МВД. Органы внутренних дел берут под круглосуточную охрану все избирательные участки. Общее руководство за обеспечением правопорядка на всех территориальных избирательных участках возложено на начальников городских управлений и районных отделов внутренних дел. Из числа руководства центрального аппарата министерства по каждому району назначены ответственные кураторы. В период проведения выборов президента Республики Абхазия в 35 округах на 152 избирательных участках в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан задействованы более 800 сотрудников МВД. По любому вопросу, относящемуся к компетенции правоохранительных органов, можно обратиться в пресс-центр МВД Республики Абхазия по адресу admin@mvdra.org. 18 марта исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о создании координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции под его председательством. В штаб вошли руководители 17 министерств и ведомств. В тот же день было подписано распоряжение о дополнительных мерах по защите населения от распространения коронавируса, в которое включено требование обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней гражданам, прибывшим в Абхазию из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, а также освободить работников организаций и предприятий старше 60 лет от выполнения служебных обязанностей с сохранением заработной платы до 7 апреля 2020 года. В списке и ряд других требований. 500 комплектов индивидуальной защиты, более 1000 литров дезинфицирующих средств различного назначения. ПРООН предоставила помощь абхазскому Минздраву. Акция профинансирована Агентством США по международному развитию при содействии женщины ООН. Средства для борьбы с возможным распространением коронавируса на территории республики разместили на специальном складе ведомства. Подробности в репортаже Амелии Бисмарк. Согласно статистике, которую успели подготовить специалисты Всемирной организации здравоохранения, от нового типа коронавируса более всего страдают люди пожилого возраста. В зону риска также попадают медики, которые по долгу службы в случае распространения инфекции в Абхазии будут вынуждены контактировать с зараженными. В настоящее время в России, как и во многих странах, наложен запрет на экспорт средств индивидуальной защиты. Это означает, что при всем желании закупить халаты и маски для абхазских медиков не получится. Поэтому гуманитарная помощь от международной организации ПРООН весьма кстати. Мы очень рады быть сегодня здесь, в Абхазии, и благодаря помощи USAID, это Международное агентство по развитию США, мы можем оказать первую такую помощь Абхазии для того, чтобы защитить Абхазию от риска коронавируса. В данной ситуации очень важно, конечно, прежде всего защитить медперсонал, который, возможно, будет работать с инфицированными людьми. Поэтому мы привезли такие защитные комплекты, индивидуальные защитные комплекты, которые состоят из халат, очки, такие бахилы, маски, для того, чтобы медперсонал мог себя защитить. При этом около 500 литров дезинфицирующего средства для рук. И еще есть целый набор средств. Гуманитарный груз сопровождала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые, кроме того, приехали проверить, насколько Абхазия готова к возможному распространению вируса. По словам представителя программы развития ООН Луизы Винтон, несмотря на то, что в большинстве случаев заражения коронавирусом болезнь протекает в легкой форме, необходимо проявить максимальную заботу о тех людях, которые входят в зону риска.
Мировая статистика уже показывает, что в странах, где была вспышка коронавируса, 80% населения, они в основном очень легко заболевают, очень легко проходит эта болезнь у них. Но самое главное, это те 20%, которые самые уязвимые, это большей частью пожилое население. И мы все должны понимать, что мы должны защищать именно их и проявлять свою ответственность именно ради этого, потому что у них это все намного тяжелее проходит. По словам начальника управления обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения Ахры Аджба, поступившие средства индивидуальной защиты позволят сформировать небольшой резерв специально для медработников. Груз действительно нам необходим, но этого нам недостаточно. Мы довольны тем, тоже, что на первое время, чтобы мы имеем эти средства защиты, и мы благодарны донорам, которые оказали эту помощь. В рамках работы межведомственного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом также ведутся переговоры между правительствами Абхазии и России относительно поставки в республику необходимых медицинских изделий. Минздрав России именно гуманитарно сказали, мы таких возможностей не имеем, и поэтому нужно было обратиться в правительство России. Наше правительство обратилось в правительство России, и данное решение принято. Буквально на днях я созванивался с профильным департаментом здравоохранения. Им дано указание о том, чтобы сделать гуманитарный груз в Абхазию. Так что мы ожидаем в ближайшее время. Помощь со стороны международных организаций также будет продолжена. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В целях защиты населения республики от проникновения и распространения коронавируса на КПП ПСО установлен тепловизор – прибор для определения температуры тела граждан, въезжающих в Абхазию. Аппарат был предоставлен в качестве гуманитарной помощи от международных организаций. Также по заказу правительства Абхазии в Сухуми приступили к пошиву медицинских масок. Такая необходимость возникла в связи с тем, что в аптеках защитных масок нет, а импорт из России товаров медицинского назначения ограничен в связи со вспышкой коронавируса. О процессе изготовления масок и кто будет обеспечен ими в первую очередь в нашем сюжете. Вот уже второй день, как в Сухумском доме мод шьют медицинские маски двух видов – 3- и 4-слойные белого и черного цвета. В работе задействованы все цеха предприятия. Медицинские маски изготавливаются из натурального материала. Это хлопковое переплетение, которое безвредно и не вызывает аллергии. Маски многоразовые, их можно стирать в горячей воде на максимальном режиме при помощи хозяйственного мыла. Почему хозяйственное мыло? Это, получается, щелочь, она расщепляет все бактерии, вирусы. Главное отличие масок, которые мы изготавливаем, то есть в отличие от тех, которые продаются в аптеках, они, получаются из нетканого материала. Нетканый материал данный нельзя постирать, поэтому они одноразовые, их нужно выбрасывать. Во всех цехах работа по изготовлению медицинских масок проходит поэтапно. Для пошива максимального количества изделий мастера разделили обязанности между собой. Чтобы изготовить одну маску, сперва отмеряют и отрезают 21 сантиметр ткани. Затем она проходит термическую обработку утюгом, после чего ткань складывают в слои и прошивают специальной машинкой, и вновь проглаживают. И, наконец, на последнем этапе пришивают резинки. Если пошивом занимается один мастер, то на работу уходит от 7 до 10 минут. Если же работа коллективная, то времени уходит меньше. За день один цех может изготовить до 300 масок. Все зависит от скорости выполнения работ. Мы без работы не сидим, заказы всегда есть у нас. Но раз стране нужна поддержка, и мы тоже поддерживаем, и как надо, и ночью надо остаться, и сколько надо, как надо, мы с удовольствием принимаем участие. К моменту нашей съемки уже было изготовлено 1500 многоразовых масок. Первую партию медицинских изделий доставили в Центр избирком. Они будут розданы работникам участковых комиссий и международным наблюдателям на выборах президента Абхазии. Следующая партия, возможно, будет доставлена работникам медучреждений. Материал на данный момент у нас, мы используем, который находится у нас непосредственно на складах. Также мы заказали из России материал. Но, конечно же, на данный момент существует проблема с материалом, небольшая, тяжело его доставить. Но мы стараемся все эти трудности, сложности преодолеть и выполнить свою работу. В Сухумском доме мод продолжит пошив медицинских масок для населения и после президентских выборов. Аля Катрап, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
В субботу, 21 марта, исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с юбилеем. В поздравлении, в частности, говорится: от имени руководства Республики Абхазия и от себя лично свидетельствую вам глубокое уважение и поздравляю вас с 70-летием. Ваш жизненный путь – пример истинной верности идеалам служения Родине, твердо отстаивая интересы своей страны, основываясь на главных принципах международного права. Российская дипломатия, руководимая вами, выступает за укрепление мира на земле, установление безопасности, развитие международных связей. В Республике Абхазия высоко ценят ваше личное участие и вклад в процессы отстаивания нашей республикой ее интересов на международной арене. Мы убеждены, что и в дальнейшем вы останетесь надежным союзником позитивного сотрудничества наших стран, отмечается в поздравлении. Свои поздравления Сергею Лаврову направил и министр иностранных дел Абхазии Даур Ковя. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.